Лучший друг. Пишу вам честно, без колебаний, независимо от того, как вы отреагируете на то, что я вам говорю. Моя любовь к тебе будет продолжаться, и ты будешь иметь мою полную поддержку во всем, что ты делаешь к лучшему. Мое благословение и защита остаются с тобой. Иногда вопросы могут показаться простыми, но человек молчит, не зная, что сделать или сказать. В настоящее время вы, возможно, не до конца понимаете свою ценность или потенциал внутри себя. Прежде чем я отвечу на вопрос, который задаю вам сегодня, я прошу вас включить это сообщение. Запишите это, поделитесь этим с окружающими вас людьми. Подумайте о том, как эти слова могут устранить ваши сомнения и укрепить ваше мышление и веру. Пламя в вашем уме невозможно погасить. Мой Святой Дух на тебе, и отныне ты увидишь чудеса и чудеса. Мой любимый сын, моя любимая дочь, я призываю тебя ответить посреди искушений, с которыми ты сталкиваешься. Что вы выбираете? Выйдешь ли ты смело, как воин, или отступишь в страхе? Позволите ли вы нечестивцам сломить вас и украсть ваши благословения, или вы встанете во имя мое святое, чтобы заявить о победе, которую я уже дал вам? Заявите, что никто и никто не считается выше, сильнее, богаче или мудрее вас. Хотя противник твой свиреп, и угрозы его пугают слабонервных, те, кто услышит голос твой, не тронутся, ибо с тобой могучий. Кто из этих злодеев бросит вам вызов? Они просто пытаются посеять страх, не более того. Если вы серьезно относитесь к своей вере, увидьте власть, которую я дал вам. Не превозносись над своими братьями и не показывай своей силы другим. Моя сила не проявится в твоей жизни, если тебе недостает смирения, но в тишине твоего сердца мое присутствие пребудет, и ты победишь народы правильным отношением. Помните, что в самые слабые моменты вы не слабы. Если вина шепчет тебе на ухо в тяжелые минуты и говорит, что ты недостоин, помни, что ты достоин моей любви, моих объятий, моего прощения. В этом доме, который ждет вас с любовью, вы получаете наследство. Ты мой сын, моя дочь, и я буду продолжать разговаривать с тобой каждый день, потому что хочу, чтобы ты и твоя семья добились успеха. Я сделаю, я смогу и еще раз поблагодарю вас. Поверьте, ведь у меня для вас хорошие новости. Твое благословение, о котором я мечтал, в ближайшие дни будут наполнены радостью и счастьем для вас и ваших близких. Я разрушу надежду, окутывающую твой разум, разрушу последствия и проклятия твоих грехов. Чудесам, которые я дам тебе, не будет препятствий, потому что я заплатил долг за твои грехи, которые пытался взыскать твой враг. Хотя мир наполнен страхом и неуверенностью, ты можешь войти прямо на мой небесный трон. Ты мой сын, моя любимая и заветная дочь, и ты имеешь право обратиться ко мне и быть услышанным. Пока другие ищут убежище в себе, храни свою веру, потому что моя надежда не оставит тебя. Вы должны верить и доверять, вдохновляться моей благодатью, быть стойкими в своей верности. Вы можете стоять посреди бури и приказать ей остановиться, и они послушают ваш твердый голос. Не бойтесь, попробуйте узнать. Когда враг попытается запутать вас своими уловками, поднимите руки в знак победы. Когда ты взывать ко мне от всего сердца, стены, удерживающие тебя на земле, и силы, бросающие тебе вызов, падут. Вставайте и идите вперед,
донесите эту благую весть тем, кому нужно ее услышать. Моя сила идет с тобой, и если ты скажешь эти слова, произойдут чудеса. Никакая раса, лидер или правительство не могут дать вам той безопасности, которую ищет ваша душа. Они могут обещать мир и процветание, но редко их оправдывают. Шли часы, тени приближались, ожидая человека. Не доверяйте никому в этом мире, не отдавайте свою жизнь безопасным людям. Не позволяйте обмануть себя тем, кто утверждает, что находится у власти. Все, кто называет меня Господом, не могут предстать передо мной. Не полагайтесь на тех, кто знает чудеса, чтобы они изменили ваши подношения и повысили свой голос, чтобы угодить вам. Просто доверься мне, и когда я буду говорить, ты услышишь мой голос. Я ваш Бог, ваш Создатель, ваш Спаситель. Я хорошие новости, которые наполняют ваше сердце. В то время как другие могут упасть, вы снова подниметесь с радостью. Хотя некоторые думают, что они достигли предела, ты, полный моей любви и моего Святого Духа, будешь воскресать каждый день. Провозглашайте свою веру всем своим телом. Знай, что я буду нужен тебе всегда, даже во времена процветания и успеха. Не ослабляйте бдительность, потому что враг поджидает вас, ищет возможности ослабить вашу веру, помешать вашим планам и ранить ваш дух. Я помогу вам решить проблемы, которые беспокоят вас прямо сейчас. Видеть тебя причиняет мне боль, и я не хочу, чтобы ты жил в боли. Я не хочу, чтобы ты так думал. Прежде чем думать о той же проблеме, поищите. Не беспокойтесь о том, что произойдет, и дайте мне знать, что вы думаете. Когда на ум приходит поражение, не думайте, что оно невозможно. Вы не потерпите поражение, потому что доверяете Всевышнему. Когда печаль стучится в твою дверь, не открывай ее, это большая ошибка. Тот, кто доверял и ждал моей силы. С моего благословения он не рушим. Когда воля к жизни покинет вас, обратитесь к своей вере. Верьте и храните могущественного и могущественного Бога, который зажжет огонь божественной любви в вашем сердце и наполнит вас новым страхом для борьбы. Ты должен сдержать слова, которые я тебе клянусь, сдержать эти слова, которые я тебе говорю. Твои враги каждый день унижают тебя и кричат, что ты не заслуживаешь жизни, но ты больше не должен их слушать. Я хочу, чтобы ты жил и, независимо от твоей ситуации, вскоре увидел, узнал и получил мое благословение. Ваше состояние уйдет, жизнь наладится, проблемы, которые вас беспокоят больше всего, вскоре исчезнут. Пожалуйста, сын мой, дочь моя, если ты зашел так далеко, то это не случайность. Скажи, что ты поверишь в меня, что ты всегда будешь бороться ни с чем, и что ты всегда будешь любить меня. Попробуй еще раз, встань с верой. Даже если упадешь, единственное, что вы хотите видеть в мире, это ваших врагов. Но я хочу, чтобы ты проснулся, скоро все изменится, не расстраивайся из-за обстоятельств, которые видишь. Моя сила проявляется в форме силы. Вы можете бояться или сомневаться, но важно ваше отношение. Покажите свою веру, идите твердой ногой, не наклоняйтесь назад. Не показывайте никаких признаков поражения. Dайте мне всего несколько минут в вашей комнате с закрытыми дверями. Там мы начнем войну с вашими врагами наедине, а публично вас ждет победа и успех.
Вы не потерпели неудачу, вам нужно продолжать работать, продолжать сеять, сражаться с врагом и бороться за то, о чем вы мечтали. Я увеличу дни твои всем, что украл враг, и сниму одежды позора, которые были на тебе возложены, и покрою тебя царскими одеждами для всех, кто сомневается в тебе. Сегодня вы стали мудрее, и ваша вера возросла. Вы извлекли урок из своих ошибок и больше не повторите их. Ваши мечты очень важны, и вы никогда не сдадитесь. Если ты сдашься, тебя вовремя остановят, и мне придется отдать твои мечты тому, у кого хватит смелости бороться за них. Я верю, что ты будешь любить меня и слушать меня, но не забывай, откуда твоя сила. Ну а если забудешь, то можешь проиграть. Я хочу, чтобы мои слова всегда открывали твои глаза. В твоем уме и в твоем сердце храни мои заповеди, как чистое золото. Я хочу, чтобы ты боролся, пробовал еще раз и не сдавался до того дня, пока я не возложу корону на твою голову, не положу руку тебе на плечо и с радостью и силой не скажу тебе: «Благословен ты, сын мой». Верный слуга в битве и скорби. У тебя хватило смелости служить мне без прощения, в неудаче ты никогда не переставал бороться и не сомневался. Выйди и отпразднуй свою победу с радостью твоего господина, за то немногое, о чем вы позаботились, я буду вам благодарен. Этот день придет, но сейчас ты постарайся никогда не прекращать борьбу. Я видел, как ты плачешь, и чувствовал твой плач. Я не хотел, чтобы ты так сильно страдал. Вернись ко мне, вот я стучу в дверь твоего сердца, прошу впустить меня. Мои объятия открыты, когда я увижу, что ты идешь, я побегу и покрою тебя любовью своей святой благодати. Я превращу те ночи, когда ты плакала, в минуты великой радости. У тебя много надежд, но есть и много разочарований в лжи, которую они тебе сказали, от которой похолодело твое сердце. Ваше сердце ожесточено, но я приношу свет вашему видению, направление вашему сердцу и стабильность в ваших мыслях и чувствах. Вчера ты плакал, потому что думал, что твоя жизнь окончена, никто больше не даст тебе шанса, и ты будешь жить вечно в тюрьме одиночества. Но сегодня я пришел сказать вам, чтобы вы питали себя мыслями веры, надежды и наполнялись ободрением. Я возложу на тебя свою сильную руку и изменю все в твоей жизни. Я превращу твое холодное и каменное сердце в сердце мягкое и теплое, в котором устрою источник живой воды. Из вашей сильной веры родится сильная любовь, которая вам нужна. Подобно реке, которая течет и восстанавливает все на своем пути, так и мое присутствие в вашей жизни превратит негативные вещи в позитивные благословения. Я найду и добавлю в ваше окружение вещи, которые облегчат ваш путь к счастью. Я отделю тебя от тех, кто может ранить твое невинное сердце и обмануть тебя. Я хочу, чтобы ты рос, узнал, что есть вещи, во которые ты можешь верить, и если они мои. Никто не имеет права унижать тебя, разлучать, говорить, что ты никчемный, потому что я люблю тебя. Я много раз говорил тебе, сколько ты стоишь. И если кто-то говорит это, и вы ему верите, вы делаете это неправильно. Не сомневайтесь в том, что я говорю и чего хочу. Что бы ни говорили люди, с моей помощью у тебя все получится. Я не могу причинить тебе вреда, у меня есть защита. Я люблю тебя, моя сильная рука на твоем сердце. Возьмите это письмо и держите его с любовью.
Освети свое лицо улыбкой, потому что твоя душа знает и чувствует, что я, твой Бог, твой всемогущий Отец, держу тебя за руку, где бы ты ни был. Я полон решимости сделать вас более смелым человеком, чем вы есть, и удалить из вашего разума все те страхи, которые иногда парализуют вас и наполняют вас стыдом. На небесах идет волшебная война за вашу жизнь и вашу семью. Поэтому я укреплю тебя и сделаю сильным и решительным человеком. Окружающие вас узнают, что я дал вам силу. Не оставишь бурь, не убежишь от врага и не оставишь молитву. Верь, когда плачешь, верь, когда придешь ко мне в великой беде, склони голову в благоговении и протяни руки, чтобы получить ответ. Я Творец и источник веры, уверенность в том, что вы получите ожидаемые блага, уверенность в том, что вы получите то, чего не видите. С этой верой вы будете сражаться и побеждать, вы столкнетесь со всеми проблемами и уничтожите их. Вы не слушаете скептиков, которые считают вас маленькими и думают, что могут дать вам пощечину. Они не знают и не думают, и знают, они не верят, что твой Отец – Создатель Вселенной, и что я здесь, готов защитить тебя от всех, кто думает о твоем вреде и хочет растоптать твою веру. Вы победите, даже если вы не чувствуете себя сильным, нет причин или причин сражаться против тех, кто считает себя сильным. Я твой щит, твоя защита, твоя поддержка. Итак, поднимитесь сейчас с решимостью, потому что, держа меня за руку, вы сильнее, чем думаете. Я даю вам силу и навыки, чтобы защитить невиновных. Я вливаю это святое масло в вашу жизнь, чтобы наполнить вас смелостью. У вас есть вера, позволяющая победить болезни, и с моими словами на ваших устах вражеские силы побегут от вас. Проснись, дочь моя, сын мой, прилепись к этой благословенной любви. Встань, прими мои дары и твои благословения. Я возложу на твою голову корону победы. Когда все твои страхи пытаются тебя уничтожить, когда все потеряно, и ты думаешь, что море проблем не откроется перед тобой, помни, что я с тобой. Помни, что я с тобой и позабочусь о тебе. Ты не упадешь, ты не утонешь. Когда разочарование стучится в вашу дверь, пытаясь остановить вас, когда ваше тело устало и вы не знаете, куда идти, помните, что я рядом с вами и хочу защитить вас. Я открою двери и устраню препятствия, чтобы вы смогли добиться успеха. Если есть боль и слезы, стань твоей молитвой. Я запомню вместе с тобой каждую слезу и превращу ее в новое благословение. Никто не знает твоего сердца лучше меня. Я знаю твои желания, твои мечты и твои мысли. Я вижу в тебе то, что никто другой не видит. Люди смотрят на вашу внешность, ваш социальный статус или ваши ограничения, но я смотрю на ваше сердце. Чем больше вы доверяете мне и чем больше вы привержены моей цели и плану, тем больше мудрости и силы вы получите. Ваше сердце ожесточено, но я приношу свет вашему видению, направление вашему сердцу и стабильность в ваших мыслях и чувствах. Вчера ты плакал, потому что думал, что твоя жизнь окончена. Никто больше не даст тебе шанса, и ты будешь жить вечно в тюрьме одиночества. Но сегодня я пришел сказать вам, чтобы вы питали себя мыслями веры, надежды и наполнялись ободрением. Я возложу на тебя свою сильную руку и изменю все в твоей жизни. Я превращу твое холодное и каменное сердце в сердце мягкое и теплое, в котором устрою источник живой воды.
Из вашей сильной веры родится сильная любовь, которая вам нужна. Подобно реке, которая течет и восстанавливает все на своем пути, так и мое присутствие в вашей жизни превратит негативные вещи в позитивные благословения. Я найду и добавлю в ваше окружение вещи, которые облегчат ваш путь к счастью. Я отделю тебя от тех, кто может ранить твое невинное сердце и обмануть тебя. Я хочу, чтобы ты рос, узнал, что есть вещи, во которые ты можешь верить, если они мои. Никто не имеет права унижать тебя, изолировать тебя, говорить, что ты никчемный, потому что я люблю тебя. Я много раз говорил тебе, сколько ты стоишь. И если кто-то говорит это, и вы ему верите, вы делаете это неправильно. Не сомневайтесь в том, что я говорю и чего хочу. Что бы ни говорили люди, с моей помощью у тебя все получится. Я не могу причинить тебе вреда, у меня есть защита. Я люблю тебя, моя сильная рука на твоем сердце. Возьмите это письмо и держите его с любовью. Освети свое лицо улыбкой, потому что твоя душа знает и чувствует, что я, твой Бог, твой всемогущий Отец, держу тебя за руку, где бы ты ни был. Я полон решимости сделать вас более смелым человеком, чем вы есть, и удалить из вашего разума все те страхи, которые иногда парализуют вас и наполняют вас стыдом. На небесах идет волшебная война за вашу жизнь и вашу семью. Поэтому я укреплю тебя и сделаю сильным и решительным человеком. Окружающие вас узнают, что я дал вам силу. Не оставишь бурь, не убежишь от врага и не оставишь молитву. Верь, когда плачешь, верь, когда придешь ко мне в великой беде, склонишь голову в благодарении и протянешь руки, чтобы получить ответ. Я Создатель и Источник веры, уверенность в том, что вы получите ожидаемые блага, уверенность в том, что вы получите то, чего не видите. С этой верой вы будете сражаться и побеждать, вы столкнетесь со всеми проблемами и уничтожите их. Вы не слушаете скептиков, которые считают вас маленькими и думают, что могут дать вам пощечину. Они не знают и не думают, и знают, они не верят, что твой Отец – Создатель Вселенной, и что я здесь, готов защитить тебя от всех, кто думает о твоем вреде и хочет растоптать твою веру. Вы победите, даже если не чувствуете себя сильным, нет смысла и причин сражаться с теми, кто считает себя сильным. Я твой щит, твоя защита, твоя поддержка. Итак, поднимитесь сейчас с решимостью, потому что, держа меня за руку, вы сильнее, чем думаете. Я даю вам силу и навыки, чтобы защитить невиновных. Я вливаю это святое масло в вашу жизнь, чтобы наполнить вас смелостью. У вас есть вера, позволяющая победить болезни, и с моими словами на ваших устах вражеские силы побегут от вас. Проснись, дочь моя, сын мой, прилепись к этой благословенной любви. Встань, прими мои дары и твои благословения. Я возложу на твою голову корону победы. Когда все твои страхи пытаются тебя уничтожить, когда все потеряно, и ты думаешь, что море проблем не откроется перед тобой, помни, что я с тобой. Помни, что я с тобой и позабочусь о тебе. Ты не упадешь, ты не утонешь. Когда разочарование стучится в вашу дверь, пытаясь остановить вас, когда ваше тело устало и вы не знаете, куда идти, помните, что я рядом с вами и хочу защитить вас. Я открою двери и устраню препятствия, чтобы вы смогли добиться успеха. Если есть боль и слезы, стань твоей молитвой,
я запомню вместе с тобой каждую слезу и превращу ее в новое благословение. Никто не знает твоего сердца лучше меня. Я знаю твои желания, твои мечты и твои мысли. Я вижу в тебе то, что никто другой не видит. Люди смотрят на вашу внешность, ваш социальный статус или ваши ограничения, но я смотрю на ваше сердце. Чем больше вы доверяете мне и чем больше вы привержены моей цели и плану, тем больше мудрости и силы вы получите. Ваше сердце ожесточено, но я приношу свет вашему видению, направление вашему сердцу и стабильность в ваших мыслях и чувствах. Вчера ты плакал, потому что думал, что твоя жизнь окончена. Никто больше не даст тебе шанса, и ты будешь жить вечно в тюрьме одиночества. Но сегодня я пришел сказать вам, чтобы вы питали себя мыслями веры, надежды и наполнялись ободрением. Я возложу на тебя свою сильную руку и изменю все в твоей жизни. Я превращу твое холодное и каменное сердце в сердце мягкое и теплое, в котором устрою источник живой воды. Из вашей сильной веры родится сильная любовь, которая вам нужна. Подобно реке, которая течет и восстанавливает все на своем пути, так и мое присутствие в вашей жизни превратит негативные вещи в позитивные благословения. Я найду и добавлю в ваше окружение вещи, которые облегчат ваш путь к счастью. Я отделю тебя от тех, кто может ранить твое невинное сердце и обмануть тебя. Я хочу, чтобы ты рос, узнал, что есть вещи, во которые ты можешь верить, если они мои. Никто не имеет права унижать тебя, изолировать тебя, говорить, что ты никчемный, потому что я люблю тебя. Я много раз говорил тебе, сколько ты стоишь. И если кто-то говорит это, и вы ему верите, вы делаете это неправильно. Не сомневайтесь в том, что я говорю и чего хочу. Что бы ни говорили люди, с моей помощью у тебя все получится. Я не могу причинить тебе вреда, у меня есть защита. Я люблю тебя, моя сильная рука на твоем сердце. Возьмите это письмо и держите его с любовью. Освети свое лицо улыбкой, потому что твоя душа знает и чувствует, что я, твой Бог, твой всемогущий Отец, держу тебя за руку, где бы ты ни был. Я полон решимости сделать вас более смелым человеком, чем вы есть, и удалить из вашего разума все те страхи, которые иногда парализуют вас и наполняют вас стыдом. На небесах идет волшебная война за вашу жизнь и вашу семью. Поэтому я укреплю тебя и сделаю сильным и решительным человеком. Окружающие вас узнают, что я дал вам силу. Не оставишь бурь, не убежишь от врага и не оставишь молитву. Верь, когда плачешь, верь, когда придешь ко мне в великой беде, склонишь голову в благодарении и протянешь руки, чтобы получить ответ. Я Создатель и Источник веры, уверенность в том, что вы получите ожидаемые блага, уверенность в том, что вы получите то, чего не видите. С этой верой вы будете сражаться и побеждать, вы столкнетесь со всеми проблемами и уничтожите их. Вы не слушаете скептиков, которые считают вас маленькими и думают, что могут дать вам пощечину. Они не знают и не думают, и знают, они не верят, что твой Отец – Создатель Вселенной, и что я здесь, готов защитить тебя от всех, кто думает о твоем вреде и хочет растоптать твою веру. Вы победите, даже если не чувствуете себя сильным, нет смысла и причин сражаться с теми, кто считает себя сильным. Я твой щит, твоя защита, твоя поддержка.
Итак, поднимитесь сейчас с решимостью, потому что, держа меня за руку, вы сильнее, чем думаете. Я даю вам силу и навыки, чтобы защитить невиновных. Я вливаю это святое масло в вашу жизнь, чтобы наполнить вас смелостью. У вас есть вера, позволяющая победить болезни, и с моими словами на ваших устах вражеские силы побегут от вас. Проснись, дочь моя, сын мой, прилепись к этой благословенной любви. Встань, прими мои дары и твои благословения. Я возложу на твою голову венец победы. Когда все твои страхи пытаются тебя уничтожить, когда все потеряно, и ты думаешь, что море проблем не откроется перед тобой, помни, что я с тобой. Помни, что я с тобой и позабочусь о тебе. Ты не упадешь, ты не утонешь. Когда разочарование стучится в вашу дверь, пытаясь остановить вас, когда ваше тело устало и вы не знаете, куда идти, помните, что я рядом с вами и хочу защитить вас. Я открою двери и устраню препятствия, чтобы вы смогли добиться успеха. Если есть боль и слезы, стань твоей молитвой. Я запомню вместе с тобой каждую слезу и превращу ее в новое благословение. Никто не знает твоего сердца лучше меня. Я знаю твои желания, твои мечты и твои мысли. Я вижу в тебе то, что никто другой не видит. Люди смотрят на вашу внешность, ваш социальный статус или ваши ограничения, но я смотрю на ваше сердце. Чем больше вы доверяете мне и чем больше вы привержены моей цели и плану, тем больше мудрости и силы вы получите. Ты мой сын, и ты меня удивляешь. Ты мой образ и личность, настойчивая, умная и смелая в делах. Ничто и ничто не сможет остановить вас, если вы задались целью чего-то достичь. Да, это очень верно. Ты мой сын, и не сомневайся в этом, но помни, что ты человек. Чем больше вы работаете, чем больше вы боретесь со своей энергией, тем больше вы устаете и злитесь. В те времена сомнений и надежд я твой. Я хочу направить вас по правильному пути. Я не хочу, чтобы вы тратили время на глупости, не хочу, чтобы вы впадали в уныние и уныние от первой же проблемы, с которой вы столкнетесь. Вы достигнете всего хорошего, о чем мечтали в своем сердце, если дадите мне возможность помочь вам и вывести вас на более высокий уровень. Я единственный, кто может превратить невозможное в великие чудеса. Все, что вам нужно знать, это то, что я забочусь о вас каждый день, и о чем бы вы ни попросили меня в своих молитвах, я позабочусь о вас в виде благ. Я хочу, чтобы вы были друзьями, попутчиками, работали в команде. Работа — это вера и доверие. Откликаюсь и хвалю, защищаю и кормлю, укрепляю и спасаю. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю и никогда тебя не оставлю. Я стучу в дверь твоего сердца. Ты можешь открыть меня, позволить мне войти и обнять тебя с любовью. Я сам терпеливо жду этого приятного момента встречи с тобой. Прими мою любовь с уверенностью. Я пришел не для того, чтобы упрекнуть вашу слабость или выставить перед вашим лицом грехи, которые вы совершили. Ты простил меня, и я простил тебя. И когда я прощаю, я забываю и твой грех. Я не знаю, а твои ошибки стали самыми большими уроками, которые ты усвоил. Я знаю, что ты не пойдешь по пути греха. Позвольте мне вести вас этим светом, который я помещаю внутри вас. Слушай меня внимательно, когда я ласково говорю тебе на ухо и снова показываю тебе путь.
Пусть вы будете благословенны и благословенны. Это результат мудрого решения, которое вы приняли сегодня. Откройте мне двери своего сердца, и я несу в своих руках множество благословений и чудесных даров, которые хочу подарить вам. Я хочу быть здесь с тобой, занять первое место в твоем доме, но я также хочу, чтобы меня услышали. Мои слова – сладкое лекарство для твоей души, мои повеления – лекарство для твоих костей. И мое самое большое желание – дать тебе жизнь, не обременяя тебя бременем, которое ты не можешь нести. Если я попрошу вас что-то сделать, это для вашего же блага. Если я прикажу тебе прекратить работать, то ты обретешь жизнь вечную. Не позволяйте сложным ситуациям сбить вас с толку. Я услышал твою молитву. Ты просил меня связаться с тобой и освободить тебя от многих вещей, которые причиняют тебе боль и наполняют тебя страхом. Вы хорошо сделали. Вы находитесь в правильном месте, чтобы получить мой совет и уделить мне свое время. Я очень хочу, чтобы ты заперся в своей комнате и принес с собой свою религию. Когда ты кладешь свою душу к моим ногам, ты изливаешь всю свою боль и нужды и смываешь их своими слезами. Я хочу, чтобы ты доверял мне. Бывают моменты, когда ты не можешь никому рассказать, что происходит. Это знаем только мы с тобой. Вы взяли на себя ответственность нести это бремя на своей спине, но я здесь, чтобы помочь вам. Ты пришел за мной всем сердцем, и я никогда не откажусь от своего ответа. Тебе нужна моя сила, ты голоден и жаждешь покоя, ты можешь закрыть глаза, спать спокойно и просыпаться с радостью. Это мой ответ. Сегодня вы должны изо всех сил держаться за веру, которая поддерживает вас, за обещание, которое я дал вам. Я твой Бог, твой друг, твой защитник, твой посланник. В своих руках я защищаю тебя. Давайте будем счастливы, когда благословение, которого вы так ждали, постучит в вашу дверь, и я гарантирую, что вы его получите. Уверяю вас, что многое изменится. Пусть ваш разум будет наполнен моими исцеляющими словами. Я хочу, чтобы ты изменил свое поведение, чтобы случались проблемы, прежде чем злиться. Подумай сначала, что я люблю тебя и никогда тебя не оставлю. Вспомни мою святую любовь, чтобы ты мог отдохнуть. Как я могу оставить тебя после всей любви, которую я тебе дал? Ты много значишь для меня. Когда вы попадаете в трудную ситуацию, враг придет и попытается победить вас. Он хочет затащить вас в угол депрессии. Но в глубине души ты знаешь, что ты не один, что ты не помогаешь. Ты мне очень дорог, ты мой любимый ребенок, и я говорю тебе это еще раз, чтобы ты не забыл. Ты должен помнить мои обещания, они хорошие и правдивые, и сильные, и правдивые. Мой контракт не может быть нарушен, моя верность вечна. Вот почему я прихожу каждый день, чтобы подбодрить вас. И своим могучим голосом я говорю вам: встаньте, попробуйте еще раз. Единственное, что ты хочешь видеть на сцене, это твоих врагов, но я хочу, чтобы ты позвонил и встал. Моя сила проявляется в форме силы. Вы можете бояться. Не сомневайтесь, ведь то, как вы выглядите, важно в жизни. Покажи свою веру твердыми шагами, чтобы поражение не появилось в твоих глазах. Как только вы окажетесь в уединении своей комнаты, двери закроются,
и начнется битва с вашими противниками. Однако на публике вас ждет успех и успех, который вы имеете благодаря молитве. Вы не потерпели неудачу, но вы должны продолжать молиться, сеять, сражаться со своими врагами и следовать своим мечтам. Я вовремя дам тебе победу, сниму с тебя позор, который ты носил, и честью облеку тебя перед теми, кто насмехается над тобой. Ваши мечты драгоценны, и вы никогда не должны от них отказываться. Если вы сдадитесь, вы будете стоять до тех пор, пока ваши мечты не будут переданы кому-то, у кого хватит смелости бороться за них. Если тебе нужна сила, держи мои слова перед глазами. Храни мои заповеди в своем сердце, потому что они лучше золота. Продолжайте сражаться, непрестанно молитесь, сражайтесь с врагом день и ночь. Придет день, когда я брошу тебя и скажу тебе: правильно, верный раб. В своей борьбе и боли ты служил без прощения, в беде и беде. Сегодня вы умнее и увереннее в себе. Вы извлекли урок из своих ошибок и больше их не повторите. Теперь наслаждайтесь радостью своей победы. За твою верность в скором времени я воздам тебе еще большую похвалу. Для меня нет ничего невозможного, ваша вера основана на моих словах. Вы сможете победить гигантов и дать отпор силам противника. Хотя вам предстоит пройти 1000 сражений, и вы чувствуете слабость, мой Святой Дух живет в вас и укрепляет вас силой. Никогда не теряйте свою веру. Продолжай, потому что я с тобой. Не бойтесь, испытания придут, но мои обещания никогда не подведут. Ежедневная борьба не крадет ваше счастье и эмоциональную стабильность. Не позволяйте ветру сбивать с толку ваши мысли и не позволяйте мыслям портить чудеса жизни. Слова, которые вы услышали, вдохновили вас духовно. Теперь вы знаете, что ваше будущее в ваших руках. Я дал тебе защиту, искушения не одолеют вас, ваши неудачи не обескуражат вас, ваши ошибки не остановят вас, ваши неудачи не сломят вас. Ваше доверие моему слову. Даже если ты упадешь 7 раз, я подниму тебя. Даже если ты провалишь век, я прощу тебя. Если я пришел дать вам любовь и прощение, когда вы заблудились в грехе, я приду снова, чтобы освободить вас от печали. Я вытру твои слезы, я исцелю твою боль, потому что знаю, что ты хочешь идти рядом со мной. Не позволяйте своим ошибкам и угрозам врагов сломить вас. Ты дорог мне. Не позволяйте собой идти на поводу у тех, кто отрицает ваше право на счастье. Если вы будете ждать их одобрения, вас втянет в негатив и депрессию. Решите поверить моим обещаниям, и вы обретите победу и счастье. Я люблю тебя, дорогой ребенок. Я видел его борьбу, я видел каждый раз, когда ему было больно, времена, когда он был слаб и падал, те печальные дни и слезы, когда он так плакал, что не хотел снова жить. Но я пришел и полюбил его, накормил и дал ему силы бороться. Посмотрите на свою жизнь, независимо от того, насколько трудна или как много вы потеряли, ты всегда выходишь на первое место. Сегодня ты стоишь, боль осталась в прошлом. Ты знаешь, что делать, приди в мои объятия, когда твои ноги не смогут тебя поддержать. Когда ты не можешь идти дальше, когда ты чувствуешь усталость и думаешь, что не стоит идти, но я люблю тебя, твоя жизнь продолжается, моя любовь поддерживает тебя, мой дух наполняет тебя.
вот тебе и удача на дороге. Я знаю, как, несмотря на все, что у тебя есть, и все одержанные победы, ты чувствуешь тревогу, слабость и страх. Он думает, что не сможет победить, он думает, что я ничего не вижу. Я пришел напомнить тебе о своей любви к тебе, чтобы ты мог выкинуть эти мысли из головы. Все твои дни сочтены в моей книге, я обещал победу. Я ваш Отец Небесный, ваш всемогущий Бог, который дал вам жизнь и силу. Я ваш поставщик услуг, и у меня большие планы на ваше будущее. Когда вы слушаете эти слова, откройте свое сердце и будьте полны надежды, потому что я никогда не перестану благословлять вас. Сомнения будут приходить каждый день, мысли будут пытаться напугать тебя и ослабить твой дух, но моя благодать и любовь проведут тебя до конца. Действительно, я дам вам чудесные вещи, которых вы еще не видели. У меня есть много свидетельств, которые я могу показать, много мечтаний, которые я могу посеять в вас. Я его отец, его опекун, его большая любовь, его настоящий друг. И каждый раз, когда ты молишься и говоришь со мной, я рядом с тобой. Однажды я вытру все слезы с твоих глаз и заберу всю боль, которую ты когда-либо чувствовал в своей жизни. Я говорю вам все это для того, чтобы вы не забыли обещание, которое я дал вам, и то, как сильно я хочу видеть вас здоровыми, счастливыми, удовлетворенными и процветающими. Теперь продолжайте доверять мне и не оставляйте места сомнениям, страху и чувству поражения. Потому что, если ты продолжишь и будешь твердо придерживаться моих слов, лучшее в твоей жизни произойдет раньше, чем ты думаешь. Я люблю его и никогда не оставлю его. Я стучу в дверь твоего сердца, ты можешь открыть ее, позволь мне прийти и с любовью взять меня за руки. Я сама ждала этого приятного момента, чтобы встретиться с тобой, с уверенностью принять мою любовь. Я пришел не для того, чтобы проклясть его за его слабости и проклясть его за совершенные им грехи. Ты простил меня, и я простил тебя. Когда я прощаю, я забываю и твои ошибки. Я больше не буду помнить эти ошибки, и твои ошибки стали великими уроками, которые я усвоил от тебя. Я знаю, что ты не вернешься неверным путем. Я буду вести вас этим светом, который я помещаю внутрь вас. Слушай меня внимательно, когда я тихо говорю тебе на ухо и направляю тебя. Таким образом, вы будете благословлены и будете благословлены. Это результат вашего мудрого решения. Сегодня ты открываешь мне двери своего сердца, и я несу в своих руках множество благословений и чудесных подарков, которые хочу подарить тебе. Я хочу быть здесь с тобой, занять первое место в твоем доме, но я также хочу, чтобы меня услышали. Слова мои сладки душе твоей, заповеди мои, лекарства для костей твоих, и желание мое дать тебе жизнь, а не возложить на тебя непосильное бремя, ты несешь его. Если я попрошу вас о чем-нибудь, это будет для вашей пользы. Если я прикажу тебе прекратить работать, то ты обретешь жизнь вечную. Я хочу жить в твоем доме, дай мне место, которое мне подходит. Я хочу, чтобы вся ваша семья знала, кто о них заботится, и всегда знала, откуда приходит много благословений, чтобы они могли быть счастливы. Не забывай, где ты спасся, не оставляй меня. Они должны всегда хранить эту веру, жить под моим кровом и защитой. Счастье, мир и радость не следует искать где-то еще. Здесь, в моем присутствии,
у тебя есть все, что тебе нужно. Я люблю тебя, ты и твоя семья в моих объятиях. Даже если ты меня не видишь, я забочусь о тебе. Хоть он и не ждет меня, я обнимаю его, и если он когда-нибудь усомнится, я рядом с ним. Кажется, что мой ответ или твое чудо требует времени, но я наполняю твое сердце верой, чтобы ты поверил, что у меня есть все. Для вас нет ничего плохого в том, чтобы услышать мои слова. Тебе нужно мое присутствие в твоей душе. Ты чувствуешь, что что-то идет не так, но сейчас я наполню тебя тишиной и покоем. Это душевное спокойствие, которое я даю тебе. Покажи свою любовь, выполни мое обещание и приведи тебя от победы к победе к святилищу твоего благословения. Небо и земля пройдут, но слово мое не изменится, обещание мое останется. Спасительный завет, который я заключил с вами, будет исполнен. Хотя его враги были против него. Я хочу сказать мне сейчас, действительно ли вы верите и готовы ли вы принять изменения, которые я внесу в вашу жизнь. Я отделю тех людей, которые причиняют тебе боль, которые оскорбляют тебя каждый день и оскорбляют тебя своими словами. Борьба реальна, борьба продолжается. Открой глаза и увидь, остерегайся постоянных угроз, молись ежедневно и приведи ко мне всех, кто живет под крышей твоего дома, и тех, кого ты любил, но не знал. Простите его, не судите, молись за него. Я хочу быть благословением, а вы инструментом, который поможет им выбраться из трудной ситуации, в которой они оказались. Ты живешь во время, полное множество проблем, и я выбрал тебя в качестве благословения. Мой сын, моя дочь, я твой замок, твоя скала, твоя крепость. 10 тысяч человек справа от тебя падут на твоей стороне, но тебе не причинят никакого вреда. Когда я говорю, что ваше благословение придет, поверьте, это правда. Если мое слово обещает, что все в вашей жизни будет работать на ваше благо и ваше будущее, то вы в безопасности, потому что я не лгу, и я лгу. Если ты переживаешь трудные времена и чувствуешь, что больше не сможешь, мальчик, девочка, ты снова поднимешься, наполнишься радостью и силой, дни пройдут грустно. Приготовьтесь ко многим прекрасным и хорошим вещам, каждому потоку благословений, который придет в вашу жизнь. Я люблю тебя, говорю я с любовью, выслушай внимательно до конца мои слова. Возможно, сейчас вы этого не понимаете, но держите это в своем сердце. Я говорю это с любовью, я не злюсь на тебя. Ты просил меня ответить, но я промолчал и дал тебе свободу продолжать свою жизнь и свои планы. Ты не спросил меня, когда решил плыть по неведомому морю, ты не спросил моего мнения, ты не доверил мне свои инструкции. Вы отобрали у меня управление своей лодкой, а теперь ее сносит встречный ветер, и вы вините меня в том, что происходит. Я сказала ему однажды: «Отдай мне, дитя мое, свое сердце и не отводи глаз от моего пути, доверь мне все свои действия, питайся моим словом, найди мою волю». Ты делал это какое-то время, пока однажды ты не решил уйти от меня, потому что мне было скучно в поисках недостижимой суммы, и ты презирал настоящее счастье, которое я держал для тебя в руках. Я звал тебя во сне, ночью я много говорил днем, ты не ответила на мой зов, и из любви к тебе я вошел в свою жизнь. Он вышел один на бой и благодаря своему упрямству достиг дна, упал в глубокую яму и получил там ранение. Ты грустишь от тающих слез и плача,
во имя мое, Иисус. Спаси меня, забери меня отсюда, Иисус мой друг, говорило твое сокрушенное сердце, как сердце ребенка. Я принял твое покаяние, протягиваю руку и исцеляю твою душу, мое дорогое дитя. Почувствуй это в своей душе, когда я говорю это с любовью. Если ты хочешь прожить жизнь настоящего счастья, ты должен присоединиться ко мне навсегда. У вас нет другого выбора. Чтобы завоевать свою жизнь, ты должен жить моей душой, всегда чистой и защищенной силой моей крови, под сенью моей любви. Приди ко мне, дитя мое, приди домой, открой уста свои и прими хлеб жизни, чтобы изменить свою душу. Здесь вы живете. Если ты покинешь мое присутствие, ты не обретешь покоя и счастья. Я прикасаюсь к твоему усталому сердцу своей сильной рукой и исцеляю твою душу. Я нежно прикасаюсь к твоим усталым мыслям, я пишу свои слова в твоей душе, я открываю твою слабость и наполняю тебя силой и уверенностью своими святыми словами. Живая вода течет с моего престола, чтобы утолить жажду, терзающую тело твое. Ты сегодня пришел с большой нуждой, но я буду держать тебя за руку, не дам тебе упасть, ты не упадешь в обморок, ты не умрешь. Звук, который срывается с моих губ, потрясет стены твоего разума. Пусть моя святая сила навсегда сохранит твою душу. Я говорю с вами, ищущими меня быстро, приходящими ко мне жаждущими, утомленными многими бедами и коленями вашими отяжелевшими, и до тех пор, пока я не покажу свою силу в вашей жизни. Тебе, дочь, сын, я говорю тихо, это правда, я отвечаю тем, кто ищет меня с верой, и потому ты сможешь увидеть чудеса и чудеса своими глазами. Эта славная сила, позволяющая перемещать звезды в бесконечность, может принести радикальные изменения в вашу жизнь, и если вы смиренно отдадите мне свое сердце и искренне поверите в мою любовь к вам. Мое благословение предназначено для тех, кто любит и хочет меня с верой, для тех, кто питается моим посланием и оставляет весь негатив. Мое присутствие с ними, которые терпеливо ждут, пока я дам им в нужное время ответ, который они хотят, чтобы уничтожить всех своих врагов и моих ангелов, солдат в 4 углах их дома. Вы пришли ко мне с верой, и я очень рад. Все небеса празднуют с великой радостью, и небесные херувимы радуются. Весь мир взволнован, когда вы решаете жить и восстановить свою веру, идти как хороший солдат в битву, чтобы получить свою победу и благословения, которые я скоро дам вам. Я хочу благословить вас сейчас и принять это с благодарностью. Ваше сердце больше не будет томиться, и ваши дни жизни будут просыпаться каждое утро с новыми желаниями прийти и принять мое слово. Вы свободны. Я спасаю тебя. Вы больше не будете жить в эмоциональном истощении. Ничто вас не связывает. Где ты? Обними меня за плечо. Я никогда не отпущу тебя из моей сильной руки. Ты мне нравишься. Эти слова, которые вы услышали, не случаются просто так. Потому что ты никогда не выиграешь и не проиграешь, если будешь держать меня за руку в трудные времена. Давайте объединимся в день боя. Я обниму вас с любовью и подниму вам настроение словами любви. Меня волнует ваша жизнь и ваша ситуация, потому что я много раз говорил вам, что вы живете в опасном мире. Но я победил благодаря своей жертве на кресте и своему воскресению. Я хочу дать тебе эту силу,
Хочу, чтобы ты увидел внутри себя эти фонтаны живой воды, которые текут и утоляют твою вечную жажду, смывают твою боль, смывают нечистоты и заканчивают и дают твоей утомленной душе вдохновение и силу. Жду моего отъезда. Ищи меня всегда утром, вечером, в непогоду и в хорошую погоду, в благополучии и в несчастье. Ваша позиция не имеет значения. Вы не побеждены. Не ваша судьба сдаваться и выбрасывать все блага, которые вы собрали на своем пути. После праздничного перерыва волны ревут и бушуют, но море разбивается, когда они слышат мой голос. Враг ищет тебя, чтобы потрясти и раздавить тебя, как колос пшеницы. В течение этих 12 месяцев я буду благословлять вас, благословлять и убирать стресс и тревогу из вашей жизни. Я исцелю тебя своим святым словом от скорби, отягощающей твою душу. Я могу вложить в вашу голову мысли о жизни, они могут гореть, как факелы в камине, затянутые сонной страстью. Мне нужно изменить твое мнение. Я давно с тобой разговариваю, а ты до сих пор не решил. Я просил тебя, не расстраивайся, я покажу вам, что именно здесь я прихожу в вашу жизнь. Я могу выпрямить твои корни и возвысить тебя своим святым учением. Я могу направить вас по правильному пути, убрать вещи, мешающие вашему росту, и защитить вас от плохих друзей. Я открою твои глаза, чтобы ты увидел, как тебя предали те, кто говорил тебе любовь. Я уберу те отношения, которые отравляют твою душу. В следующий раз ты дашь мне больше места. Может быть, тебе не нужен кто-то, кто заполнит твое одиночество. Моей благодати достаточно для тебя. Я разрушу ваше доверие к тем, кто вас оскорбляет, открою ваши духовные глаза, чтобы рано или поздно вы вспомнили, что для победы вам не нужны плохие отношения. Вы можете двигаться вперед сами, обладая силой и знаниями, которые я могу нести вам. Ты избран, чтобы поставить меня на ноги своими несчастьями здесь, ты не пойдешь. Вы не похожи на тех, кто думает, что у них нет возможностей. Ты должен продолжать сражаться, и я здесь, чтобы помочь тебе. Не бойтесь отпустить все страшное, вам не нужны плохие поступки. Это время перемен к лучшему, и если в вашей жизни возникнут новые конфликты, не волнуйтесь. Я могу дать тебе силу, вы можете быть готовы воспользоваться всеми преимуществами, которые вас ждут. Пусть вас и ваших близких будут благословлять, заботиться и лелеять. Аминь. Если вы считаете, что это сообщение может утешить и вдохновить других, я приглашаю вас поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Мы можем распространять послание веры, любви и желания тем, кто в этом нуждается. Мое дорогое дитя, мое желание ничто и ничто не может его остановить. Если вы хотите двигаться вперед, делайте это с энтузиазмом и уверенностью. Я много раз говорил тебе, как сильно я тебя люблю, поддерживаю тебя и хочу защитить тебя. Что бы вы ни делали сегодня, делайте это изо всех сил, и если ваши силы подведут вас, я буду рядом с вами, чтобы направить вас в трудную минуту. Не стесняйтесь открывать рот и задавать мне конкретные вопросы. За все, что вам нужно вырастить, отдать или поделиться, я часто говорил вам благодарить вас и давать вам вещи, которые помогают вам жить. Держи Сейф-Хиврн в своих объятиях, когда думаешь, что не сможешь пересечь границу, просыпаться и плакать.
Если ты не любишь боль, вокруг тебя произойдет много трудных и болезненных вещей, но силой моих слов и благодатью моей любви я всегда буду защищать тебя и утешать твое сердце. Запомни эту цитату, постой здесь, подумай и остановись. Не наполняйте свое сердце жалобами и гневом, это испытание вашего терпения. Мне нужно знать, способны ли вы думать, возлагать руки на сокровища и следовать этому священному посланию, которое я помещаю в вашу душу. Когда ты просыпаешься каждый день, смотри на меня. Я знаю, что ты проходишь через множество испытаний, и порой у тебя нет сил думать, но в этом нужно быть сильным и смелым. Слово веры может исцелить вас, вдохновить, перенести и мгновенно благословить. Это возможно, это правда. Решите сегодня подумать всем своим сердцем, что я могу изменить вас своей любовью, своей добротой, своим терпением, своими повелениями и своими советами. Я могу превратить это трудное время в новый день радости и процветания. Ты так много значишь для меня и многих людей, хотя некоторые не ценят и не знают твоей любви. Я знаю ваши работы и восхищаюсь тем, что вы посвящаете себя чему-то, ничего не ожидая. Я записываю в свою книгу все, что вы для них делаете. Я с тобой, и у тебя есть множество свидетелей с небес и земли. Ангелы-воины готовы сражаться в битвах, побеждать врагов и убирать камни и преграды с вашего пути. Есть люди, которые любят вас и молятся за вас. Твое имя каждый день стоит перед моим лицом. Я отдал свою жизнь, чтобы вы могли иметь жизнь, свободу и мир среди сегодняшнего конфликта и волнений. Я скоро приду, чтобы показать вам силу моей крови, чтобы благословить вашу семью. Я хочу помочь вам, но мне очень приятно знать ваше душевное состояние и ваше искреннее желание двигаться вперед. Пообещай мне, что ты поверишь тому, что я говорю. Обещай приходить и слушать меня каждое утро. Откройте глаза, будьте осознанны, и постепенно вы увидите вокруг себя новые и истинные вещи. Пришло время вам понять, кто я, и предстать передо мной всем своим сердцем. Я люблю тебя и ищу тебя, хочешь верь, хочешь нет. Я могу изменить твою жизнь. Обещаю, что то, о чем ты просил, произойдет. Ты всегда верил в меня и знаешь, что на все твои молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Мне нужно рассказать вам о новых временах сильного дождя, открытого неба и великих благословений, которые наполнят каждый уголок вашей жизни и вашего дома. Пусть вы и ваша семья будете наполнены миром и счастьем. Все это возможно для тех, кто верит в меня, хранит мои слова в своем сердце и ждет благословения, не сдаваясь и не оглядываясь назад. Я лишь прошу вас понять, что вы должны быть стойкими и терпеливыми. Жизнь занимает 9 месяцев, чтобы родить, семя должно упасть на богатую почву, разбиться и измениться, прежде чем оно вырастет и вырастет. Ваши благословения драгоценны и могущественны. Чтобы все было по вашему вкусу, нужны усилия и время. Я знаю, что ты меня понимаешь, и надеюсь, ты не разочаруешься. Следите за небом на каждом шагу, пока не покинете свое текущее местоположение. Не бойтесь перемен, все твое. Я хочу, чтобы вас окружали люди и ресурсы, которые помогут вам расти. Когда ты идешь со мной, никто не сможет тебя убить, обвинить или наказать, потому что я буду тобой управлять.
Сегодня, дети мои, если вы сможете увидеть своими духовными очами небесные силы на вашей стороне, и если вы сможете осветить свой путь моим божественным светом и обрушиться на ваших врагов, и если вы сможете понять все, что происходит вокруг вас, как небеса и земной ход. Все делают то, что вы хотите. Хлеб, ты не один, я с тобой. Мне нужно немного твоей веры. Теперь решите иметь веру, пусть эта вечная любовь следует за вами, куда бы вы ни пошли, которая защитит вас и удержит, когда враг нападет. Это нормально, что жизнь меняется за секунду. Мы имеем право плакать и чувствовать себя плохо. Также полезно вашей душе отдыхать в вещах, которые вы принимаете, чтобы ваше психическое здоровье восстановилось. Но не верьте, что вы застрянете в вечной боли, что боль никогда не перестанет вас сокрушать или что вы будете жить в плену вечно. Ваши враги, ваши ложные друзья говорят все, что заставит вас лечь на землю и подняться на битву. Но я пришел найти спасение, чтобы ты мог посмотреть и протянуть мне руку. Я хочу подарить вам огромную радость и невероятное настроение. Я знаю, о чем ты думаешь, временами ты чувствовал, что больше нет смысла бороться, легче смириться с неудачей и дождаться конца. Но я люблю тебя, у меня есть очень веская причина для твоей семьи и для тебя. Ты не можешь сдаться, ты не можешь отказаться от своих благословений, ты не можешь вернуться в страну любви, это не моя воля. Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком и сверхъестественную силу. Вы не доверяете ни своему мнению, ни тому, что говорят люди. И если ты сегодня смущен и презираем, послушай меня, я люблю тебя. И когда вдруг возникают самые сложные ситуации, я не хочу, чтобы он думал, что я потеряла к нему любовь. Я пишу эти слова в твоем сердце, и каждый день ты вспоминаешь их, что бы ни случилось, с чем бы ты ни столкнулся, я так сильно люблю тебя каждую минуту. Не волнуйтесь, если эти чувства вас задели, не принимайте решения запереться в одиночестве, потому что вы чувствуете себя одиноким в этой жизни, никому нет дела, никто не заботится о вас. А я кто я? Конечно, я говорю с вами и понятия не имею, что вы думаете. Вы чувствуете каждое из этих слов, наполненных любовью, исцеляющей ваше сердце. Кто я для тебя? Скажи мне, я хочу услышать. Если ты не считаешь меня другом и не хочешь, чтобы я оставил тебя, будь храбрым и скажи мне, что ты думаешь, я не пойду. Даже если ты выкинешь меня из своей жизни, я не уйду. Я раскрываю руки, когда ты поворачиваешься в другую сторону. Даже если ты отвергнешь меня, я обещаю тебе, я не такой, как другие люди. Я так его люблю и никогда его не оставлю. Моя вечная и непоколебимая верность, моя непоколебимая решимость любить тебя. И если ты скажешь, что мне пора идти, я буду рядом, каждый день разговаривая с тобой об этой сладкой любви, пока ты не почувствуешь ее глубоко в своем сердце. И сегодня я знаю, что ты это чувствуешь. Приходите, я хочу обнять вас святой любовью и помочь вам двигаться вперед в той ситуации, которую вы переживаете. Найдите минутку, найдите место вдали от шума и послушайте эти слова, полные любви и благодати, которые я вам дарю. Сегодня не оставляйте это милое сообщение, я посылаю его с любовью, потому что я знаю, как вы боретесь и как вы изо всех сил пытаетесь двигаться вперед в своей жизни. Это сообщение для вас.
Я его отец, очень люблю его и каждый день иду ему навстречу и освещаю его путь солнечным светом. Я нежно обнимал его, защищал от холода и утолял жажду в жару. Я говорю с вашим сердцем, которое разбито, унижено, обижено, унижено и чувствует себя одиноким, брошенным, растерянным, без причины жить и без руководства. Я обращаю ваше внимание на многие детали, которые вы иногда не цените, потому что так грустно, что вы не хотите молиться или искать меня. Но я не злюсь на тебя, я знаю, что ты злишься. Я многим пожертвовал ради тебя, и ничто меня не остановит, ничто не остановит меня, потому что я уже решил, что сегодня отблагодарю тебя. Сегодня я пришел вывести вас из этой печали, хочу открыть эти мысли, которые вы носите в своей душе, воспоминания и мысли вашей жизни, воспоминания и склонны снова вводить вас в депрессию. Я много раз слышал, как он говорил, что его никто не ценит и не понимает. Он устал отдавать все без любви, не получая ни понимания, ни внимания. Напомните мне о моем распятии и о том, как меня жестоко напоили кислым уксусом. Иногда вы кричите свое молчание, чтобы попросить стакан воды у окружающих вас людей, но в ответ получаете оскорбления друзей и знакомых людей. Помните, я был предан, распят на плохом кресте, но я воскрес силой и славой, чтобы вы больше не страдали. Я твой Бог. Садитесь, читайте и слушайте сегодня. Ты не один, я люблю тебя. Плачьте, но от радости, слезами радости. Это ответ, которого вы ждали. И проходя в этот день, помни, не забывай, несмотря на бури, твою борьбу, твои грехи, и даже если все против тебя, храни это глубоко в своей душе. Я тебе еще раз говорю, ты не один, я люблю его. Все будет хорошо. У тебя доброе сердце, и я буду хвалить и приумножать все твои добрые дела. Те из вас, кто сегодня идет к врачу и боится, я не оставил вас, я не оставил вас, последнее слово за мной, и у меня все еще есть сила творить чудеса. Мое желание наполнить вас здоровьем и силой, рассеять ваши тревоги и наполнить вас своим покоем. Вам, кто не знает, как воспитывать своих детей, поверьте сегодня и сдержите это слово. Я готовлю стол, полный еды, чтобы вы и ваша семья могли насладиться моими благословениями. Вам, кто не может оплатить свои долги и обязательства, я говорю, поверьте в мой авторитет, вы скоро получите сюрприз, который полностью изменит ситуацию.